На телеканале «Ингушетия Новости 24». Здравствуйте. 582 новых случая заболевания COVID-19 выявлено в России за последние сутки. Общая цифра инфицированных – 4700 человек, умерли 43. В Ингушетии официально зарегистрирован 1 случай заболевания. Анализы еще 6 с подозрением на коронавирус направлены в Московский противочумный центр. Дорогостоящие аппараты искусственной вентиляции легких и средства защиты для медиков поступили в регион. Сегодня из Москвы прибыл уже второй по счету грузовик с необходимым инвентарем для региональных врачей в период борьбы с коронавирусом. Щедрую помощь оказал сенатор от Ингушетии Билан Хамчиев. Напомню, первая партия груза прибыла в регион накануне. Из Назрановской городской больницы репортаж нашего корреспондента. В период распространения коронавирусной инфекции ингушские меценаты не остаются в стороне. 200 тысяч масок, 150 противочумных костюмов, 3000 перчаток, очки, респираторы и аппарат искусственной вентиляции легких. Еще одна грузовая машина с различными средствами защиты прибыла сегодня из Москвы. Ингушетия получает помощь от сенатора Билана Хамчиева уже во второй раз с начала недели. Средства индивидуальной защиты и аппарат ИВЛ привезли в Назрановскую районную больницу. Принимают гуманитарную помощь комиссионно главврач, юристы, заваптекари и другие медицинские работники. Респираторы 500 штук. Так, костюм изоляционный 150 штук. Да. Шапочка 9000 штук. Особенно работники рады новому аппарату искусственной вентиляции легких. В учреждении всего 13 таких, а в случае ЧП их будет просто недостаточно. Как отмечает главврач больницы Зареман Ташкиева, большая нехватка была в средствах защиты. Конечно, проблема с ними не решена в корне, ведь неизвестно, сколько продлится пандемия. Но помощь сенатора Билана Хамчиева считают неоценимой в такой ситуации. Для нас, конечно, это большая помощь, потому что было очень мало средств индивидуальной защиты для врачей. Это же практически люди идут вот в эту гущу, работают там с этими зараженными, больными. К разгрузке долгожданного груза присоединились и сами медработники. Такой помощи не нарадуются и выражают благодарность всем, кто не остался равнодушным к вопросу их безопасности. Конечно, поступающая помощь для нас играет огромную роль в работе, в нашей работе, которую мы проводим по борьбе с коронавирусной инфекцией. Особенно средства индивидуальной защиты, которые нам необходимы, доставлены нам в большом количестве, которые мы будем, естественно, применять в своей каждодневной деятельности. Желающих оказать гуманитарную помощь и понимающих, что медицинские работники в ней особенно нуждаются в регионе, все больше. Зареман Ташкиева делится. Люди часто спрашивают, чем вам помочь. Так, на этой неделе безвозмездно больнице помогли и предприниматели Ингушетии. В Назрановской больнице развернуто 411 коек. Из них 212 подведены к кислороду. Их же можно подключать к аппаратам ИВЛ. Также 26 кислородных коек оборудованы в реанимации. Сейчас здесь находится один больной с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции в стабильно тяжелом состоянии. Ну а представители сенатора Билана Хамчиева заявили, что это не последний грузовик со средствами защиты для медучреждений региона. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Свадьбы не будет. Распространение коронавируса продолжает рушить планы и вносить свои коррективы. Мир перешел в самоизоляцию и в виртуальное пространство. Но, увы, сыграть свадьбу онлайн невозможно. Массовые мероприятия в регионе отменены в период карантина, в том числе и торжества бракосочетания. Слишком высок риск распространения опасной инфекции. Как отнеслись к вынужденной мере жители региона, расскажет Жаридат Халухоева. Распространение дыркирыж отменить его. Значит, на лорберда, на газум дал кирыж. Значит, лордиш баада, да, хамад здесь. Да, хайн халдали, да, ряс халдан, са халди. Значит, лордолар дикаду. Сознательность в это сложное для всех время демонстрирует семья Угурчиевых из Газиюрта. Они отказались от проведения свадьбы. От пышных свадебных мероприятий отказались и в Малгобеке, как рассказывает глава города. Понимая всю серьезность ситуации, горожане перенесли свои торжества до лучших времен. Хотел бы искренне выразить слова благодарности и признательности семье Евлоевых, проживающих по улице Центральной, 4, второй микрорайон города Малгобек, за проявленное понимание и гражданскую сознательность в плане переноса свадебного мероприятия на другое время.
Исходя из неблагоприятной ситуации, сложившейся в мире нашей стране с новой коронавирусной инфекцией. Данный факт служит примером для других семей. Только совместными усилиями, взаимной поддержкой и пониманием мы можем противостоять и победить это скрытое зло. Торжество семейного начала. Его обычно празднуют с размахом и соблюдением множества традиций. Но стоит ли их придерживаться сегодня в условиях риска распространения коронавируса, подвергая опасности свое и чужое здоровье, а то и жизни? Ответ очевиден. قدر مستوزلهم تازت لوردر قمتال أجرنيشينية متجا أصحاب لوردش أسبوع بيش دتوا نخ أصحاب نيس دخيت دات تعز دات نخ لوردش ب شيء سواد بهم تهيا كيشوتشو تهيا كاي داز دات هتونيس صبر دات هنا دلي ويلوردر ديس ويك بتشهو ياخر ويك دوت بلاش حكي مش حياة در بوسم نخ ومخبا نخ لوردش حياة دج دول أميرد إزاي نيس قيتي ديس ويرتنا إسق أمير قيتش ب إسق أمير متحب إسق أمير لوردش ب داديش هم در بطابو بي. Период перед началом священного месяца Рамадан почему-то всегда являлся пиком ингушских свадеб, но в этом году сложившуюся традицию придется нарушить. Это понимают и сами жители. Как рассказывает владелица одной из студий проката в Назране, на следующие выходные у них было 8 заказов столов и стульев на предстоящее торжество. Однако большинство из них сначала перенесли, а некоторые и вовсе отменили. 5 на 12 июня 8 заказов даже. كذلك 8 заказ отменят. Маха бухт хахля, шибухт халхи. Маха ястач вот шибухт tehey. Из 12 месяцев, вот эти 4 месяца у нас были такие, знаешь, доходные рабочие месяцы. Вот. А сейчас даже я не могу отдать аренду. Даже рабочим не смогла деньги отдать. Хаздак я волнах жихташ. Сухас пошел аренду, да эти нет. Кому хочется, он мог себе. Хозяев. Как делится женщина, еще в начале года у них было больше 10 заказов всего за одни выходные. За последний месяц их стало значительно меньше. Впрочем, теперь в режим карантина они и сами проявляют сознательность. Принимают бронь только при острой необходимости, и то в небольших масштабах. Свадьба это истолжан сдейт тоняш. Дейт дахтях ас уже все Бог дахайлам лахтит, что Бог мчух. Бог дай счастье. Для профилактики и недопущения распространения коронавируса в республике, как и по всей стране, ввели запрет на проведение всех массовых мероприятий. В Альтиевском округе вынужденную меру не только понимают, но и принимают. Примирительной комиссии общественный совет молодежи Бергиш Варцабяна нах разъяснять с пониманием относитесь к Богу, шей слава, шей яхарду, шей свадьба, шей вулкаш, тяжко-то от них что хочешь бы. Лилдер фортхож бы нах охамна тибин рбал боль хож бы ах дуаш деш бы саат хамлуж бы свадьбы отменить, я сагьяр юдиш дол нефтигиш отменить, я сагвал шейцах туркиш мухбе болиш иш дитаде ах муфтия турши бибиж бол хаму бой дишаш нах имамс вай патча геттер она балхан явай хам тади герт патча хакимиш бай ахриш бай. В связи с увеличением вынужденных выходных дней до 30 апреля отказаться от всех намеченных праздников и торжеств жителей призывают и власти населенных пунктов региона. Сегодня я бы хотел обратиться к жителям Республики Ингушетия, последовать примеру тех семей, которые проживают в сельском поселении Яндыри. В частности, это Кадзоевы, Даурбековы, Латыровы, которые в связи со сложившейся ситуацией в республике с распространением коронавируса отменили свадебные мероприятия, которые были запланированы на ближайшее воскресенье, 5 апреля.
Это решение было продиктовано их заботой и переживанием за здоровье своих родственников, знакомых, своих односельчан. Сегодня мы должны сохранять режим самоизоляции, пока объявлен карантин в Республике Ингушетия, не подвергать риску и свое здоровье, и здоровье своих знакомых, и строго следовать предписаниям Министерства здравоохранения и поручений президента Российской Федерации по соблюдению карантина до 30 апреля текущего года. Разбить флакон с духами, отсутствие пустых ведер на пути у невесты и обязательный выкуп. Неписанных правил в ингушской свадьбе много. Но самое главное теперь из них – это перенос торжества на более лучшие времена. Уж точно их нежелательно проводить до конца этого месяца. Жардат Хулхоева, Новости 24. Ограничения передвижения по республике и карантинные меры предприняты неспроста. Ведь сейчас нужно думать прежде всего о здоровье, считают старейшины и религиозные деятели. ويديق ملاده بوسم نهديق ملاده از محمد خنشل ده بوسم نهديق دقل شينيز مقاتش از لازر الشيء عدد دواتش شيء لورلوغوش سبيلخا وي ميحك وي عدل وي لورج ده قمياج دو فدش تو لورلوغ مش تو لورل فيزا قاسته حنز وي ميحك نخ صبا بوج عدل بوه تعتبر جمق باخ بوخ موتمينيتك جمق باخ مالا باحد از مق باخ دقه لورد بولش جلو بولش تار قبوش من أخ تمجوش ببوش فيمر يوح عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار بوصب سجى شين زيد جاء يشي جرب خشوا زيد عدوالش خلي شو جوات تاخ سجى نجاسن شين خوجة شين تمجوش ولا خوجة يا لورتولش تو تعملويا تقودلويا شين خوجة تو وقوش سك تمجوش تهان قد جوز عادين وراء خارتوس قد تدر شين تجابوه بوتسو ناخا تجابوه بوتسو قاستا عنز وها دينا لورش حدو تشلاه تجد زمان لازر ده لازر ديال قخيت منسا ديال قخيت منسا حني يعني يالش حوشت في ثاني دعه وش لازر دات از صبغ ده از ناخ قميال ثاني ناخ شي واش يستقر ثاني يا عرشم دولار ثاني يسقي كرسا يا سقي تنطيبا دا حق ورسا اشت دادو وش لازر ده دا وي سحما يخيت وي سحما لور لي قستا كل جدور ها شي لازم قاتش دخخ وي بوسناخه وي دينا بخدس وي كل جدول بعرس جدول يحمر جدول تصوصو بخي خورس ميرش خي خورس تا نرجش صندو كوجش ابو وي بوسنا طور دينسا ديال الشنزام انسان حد واجد از ساغو شي صنور از دوج قاستا دينغا الحمد لله ديال هيت متس بوسنا سحما اشت لوردش باش نقع سنه سنجتان عدل وراء شمال وراء ديشاش ناها ما يخوتها ميك روز باجا سوسيات ماجك جناو عاش بيحتو بوات شتاحتو صوها جرتشك صار بيابوش بصوت مش بقيمة سجا فان موتك ولا تيجي شو بوات عمش تحب نسيخ ديال أهت من سوي ديشاش ناخ برت بيابتو بلوخة ناخ دوخة تديشاش ناخ بلوخ ملابة زي ناخ هذا الدواتش يزي حتى واش لوج حمد سو ناخ ضربر ناخ شرع من فيوخ زي يختو غرة زي يختو حال دوخ ديو بيد حبارو تا بيد الحال دوخ زي يختو تا قسمت تيجي وديش عشان دي صوت مش دتسو روز بالاتها خلوج وامز بالاتها سك داوود بالاتها يا سك انتيازي بالاتها ناخ وي قمود وي نادي خردق وي حلقات بوش بناخ عاد وديش عشان نساري اخر دري وي لورش خوش بوش بناخ قاستا از بولش بوش بناخ از جوز ليوش بناخ سارق لا دوخري ده زينه زوم دالور دولوي ده صونا بالغ ويقام داخل. Сделано своими руками, качество не хуже заводского. Дефицит медицинских масок не повод пренебрегать мерами защиты, уверены ингушские активисты. Волонтеры сшили тысячи медицинских масок для региональных врачей. Свою лепту в борьбу с эпидемией вносят и сотрудники региональной ассоциации «Матери России».
Сама себе швея, брюки и рубашки. Шьют средства индивидуальной защиты для тех, кто больше остальных нуждается в защите. Для врачей из 100 метров ткани делают порядка 25 комплектов. Это ежедневно. Для больших объемов производства возможностей пока нет. Мы никого к себе не впускаем. Со мной работают мои коллеги, это члены регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» в Ингушетии. До этого мы шили из своих средств, из своего материала маски. Через своего сына, через знакомых мы передали эти маски сотрудникам Росгвардии и сотрудникам МВД. Мы предложили свою помощь нашему Минздраву, обратились к главврачам, чем мы можем помочь. Сейчас одноразовые медицинские маски буквально на вес золота. И это при том, что по всей стране их выпускают около 20 предприятий. Всего за сутки они изготавливают более 1,5 миллиона таких изделий. Но маски как были в дефиците, так и остаются. Поэтому добровольцы тоже стараются внести свой вклад в общее дело. Мы работаем бесплатно. Бесплатно шили маски из подручных дома материалов. У каждой мамы, у каждой женщины имеется простынь в доме. Если нету и марли, новые чистые простыни. Из чистого хлопка 2 слоя можно шить эти маски. Сидим дома и этим помогаем другим. Такой подход, по мнению активисток движения «Матери России», самое правильное решение в условиях пандемии, к которому они следуют неукоснительно и призывают к этому других. Давайте будем дисциплинированными. И мы, мамы, будем беречь себя для наших детей. Молодежь должна беречь своих родителей. Давайте всем миром победим эту болезнь, которая называется коронавирусом. Будем сидеть дома. Выполнить свой человеческий долг и не оставаться в стороне от общей беды для активисток движения «Матери России» – это не просто слова, а девиз по жизни. Тамара Хшагульгова, Новости 24. МВД Ингушетии обращается к жителям региона с призывом оставаться дома и соблюдать режим карантина. В связи с опасностью для жизни и здоровья граждан ввиду эпидемии вирусной инфекции в Ингушетии введен обязательный карантин для лиц, прибывших из-за границы, контактировавших с ними, а также рекомендована самоизоляция для жителей, находящихся в группе риска, имеющих хронические заболевания и пожилых. В выявлении, предупреждении и пресечении случаев нарушения санитарного режима особую важную роль играют органы внутренних дел республики. С 18 марта 2020 года в МВД по Ингушетии действует рабочая группа, координирующая меры районных отделов внутренних дел по реализации ими задач противодействия распространения опасной инфекции. Основанием для привлечения органов внутренних дел к борьбе с эпидемией стало распоряжение МВД России о комплексных дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции от 17 марта 2020 года. Под контролем органов внутренних дел также находятся медицинские учреждения, в которые помещаются граждане, у которых обнаружены признаки опасного заболевания или контактировавшие с ними. Как этого и следовало ожидать, не обходится без случаев нарушения противоэпидемических мер. Так, 65-летняя жительница города Малгобек, вернувшись из Турции, получила в аэропорту города Грозный постановление о режиме 2-недельной самоизоляции по месту жительства. Однако, не дождавшись окончания установленного срока, гражданка выходила из дома за покупками в магазины и на рынок, несмотря на то, что уже по месту проживания была предупреждена участковым о недопустимости выхода из дома ввиду опасности заражения других людей. Участковому уполномоченному пришлось привлечь несознательную гражданку к административной ответственности. В случаях нарушения режима самоизоляции сотрудниками МВД составляется предписание о недопустимости пребывания в общественных местах за пределами места проживания. Предупрежденные граждане обязаны соблюдать предъявленные требования. В противном случае нарушители привлекаются к ответственности по части 1 статья 19.4 КоАП РФ с наложением штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. В случае отказа подчиниться данным законным требованиям составляется протокол по статье 19.3 КоАП с взиманием штрафа от 500 до 1000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Руководство МВД по Ингушетии и лично министр генерал-майор полиции Коробкин Михаил Владимирович с высочайшей степенью ответственности относится к задаче недопущения завоза и распространения опасной вирусной инфекции, защите законных прав граждан и обеспечению необходимых условий для реализации противоэпидемических мер, предпринимаемых руководством страны. Напоминаем жителям Ингушетии о праве и гражданской обязанности сообщать в органы внутренних дел о фактах нарушения режима самоизоляции.
Карантин приостановил все массовые мероприятия, выставки, концерты, футбольные матчи. Но побороть жажду зрелищ в интернете ему не по силам. Люди перешли в интернет-пространство, некоторые решили заняться спортом, кто-то потянулся за книгой, а другие и вовсе уделяют внимание общению с родными и близкими, разумеется, не выходя из дома. Как сделать домашний карантин не скучным? Советы от Хавы Гагиевой. Я остаюсь дома. Дома очень весело. Оставайтесь дома. Карантин для кого испытания, а для кого сплошные радости жизни. Впрочем, если взрослые относятся к этому серьезно и ответственно, то не все дети могут это осознавать. Хороший пример как для младшего поколения, так и для старшего подают активисты Комитета по делам молодежи, которые запустили флешмоб-эстафету «Я остаюсь дома», мгновенно подхваченную жителями республики. Просто самоизоляция – это хорошее время проверить себя, а заняться всегда есть чем. Поиграть на любимом музыкальном инструменте, почитать книги, посмотреть фильмы и, конечно же, важно не забыть про учебу. Весь мир ушел на карантин. Но это не время отдыхать. Нужно учиться и заниматься. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. Пейте чай почаще. Кстати, к флешмобу присоединились не только ученики, но и учителя. Современная система образования даст выход из любой ситуации. Ведь планирование и организация – важные составляющие домашнего образования. Во время домашнего карантина лучше больше времени проводить с близкими. Однако навестить того, кто живет далеко, не предоставляется возможным. А поговорить, конечно же, хочется. Добрый вечер, дедушка. Добрый. Как у вас дела? Хорошо. Как бабушка? Бабушка тоже ничего, хорошо пойдет. Особую популярность получила и рубрика «Уборка до и после». Чистота хоть и важный момент, однако многие откладывают ее на потом или на крайний случай перекладывают обязанности на родителей. Но время никуда не бежит, да и детям не нужно спешить теперь в школу. А вот этот совет придется по душе не только маленьким хозяюшкам. Сыр, зелень и яйцо – настоящий юноармейский завтрак от юного шеф-повара. Юные армейцы, защитники страны, стоим на страже Родины России. Кто-то развивается физически, а кто-то духовно. Чтение Корана как одной из самых важных обязанностей мусульман. Маленькие хафизы тоже присоединились к эстафете. Если в изоляции не сидится, значит нужно побегать. Конечно же, если дома позволяет квадратные метры. Спортклубы хоть и закрыли по всему миру, поддерживать себя в форме все же можно. Словом, заниматься во время карантина можно чем угодно. Главное использовать это время правильно и не забывать учиться. И тогда никакая депрессия вам не страшна. Хава Гагиева, Новости 24. 22 июня, в День памяти и скорби, в стране пройдет Всероссийская минута молчания. Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении памятной акции. В этот день минуту молчания предлагается ежегодно проводить одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Документ также распространяет действие ряда норм закона о Днях воинской славы и памятных датах России на мероприятия, посвященные памятным датам, что позволит сделать информацию о проведении таких мероприятий более публичной. Музей изобразительных искусств Ингушетии продолжает публикации на своем сайте и странице в Инстаграм видеоэкскурсии по залам и выставкам учреждения. На этот раз вниманию желающих представлен видеообзор заместителя директора по научной работе Асет Евлоевой по этнографическому проекту музея Сакля горцев XIX века. Мера, конечно, вынужденная. Музей приостановил свою работу и посещения запрещены. И теперь выставки можно увидеть в интернете. Ранее музей представил видеоэкскурсию по выставке Мурата Паланкоева «Художник и время». Для тех из вас, кто еще не был в музее или не видел последние выставки и проекты, это уникальная возможность познакомиться с экспонатами.
Обязательно у входа стояла вот такая, оно вкопанное в землю дерево, карыс называли. Карыс — это коновязь на русский, если перевести. Здесь и вот у нас представлены и колеса от арбы, ворда от чархаш. И вот такие предметы, они вызывают большой интерес, и мы стараемся, чтобы именно в ингушском языке они запоминались. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома.